С 7 по 9 апреля в СГУ имени Петерима Сорокина прошел первый экологический форум «Миен Озерун». Организаторами выступили Департамент по молодежной политике СГУ, Комирегиональное отделение РСО, штаб студенческих отрядов Сысово и бойцы отрядов экодесанта «Мишка на севере» и «Северные панды». Проводим форум впервые, и наша главная цель – рассказать студентам, рассказать молодежи о том, что есть возможность путешествовать бесплатно по особо охраняемым природным территориям, увидеть девственную красоту наших лесов, увидеть животный мир не на картинке, не в интернете, а вживую своими глазами. Основная задача образовательного интенсива – привлечь молодежь к экологическому волонтерству и туризму, а также рассказать об особо охраняемых природных территориях Республики Коми. Участие в форуме приняли студенты разных учебных заведений, как средних, так и высших. Их равномерно поделили на 3 команды. Я считаю, что такие форумы проводятся с целью привлечения населения к более бережному отношению к природным ресурсам в нашей стране и на нашей планете. Всего в форуме поучаствовало 50 человек. Каждый из них в первый день получил задание придумать интересный, необычный, но при этом экологичный вариант бейджика для себя и своей команды. Так, например, члены отряда бойцы, ранее уже имевшие опыт поездок по заповедным территориям, использовали в этом деле втулки от туалетной бумаги. Методом мозгового штурма была предложена идея использовать рулоны туалетной бумаги как вторсырье, и мы даем им вторую жизнь, показываем, что все экологичное просто. Сейчас на форуме проходят мастер-классы. Ребята учатся, как правильно выживать в лесу, вырабатывают экологические привычки и угадывают, из чего заварен чай. Мята. Помимо мастер-классов, участникам организовали встречи с представителями Центра по особо охраняемым природным территориям, рассказали о заповедниках и Красной книге Республики Коми, познакомились с акцией «Экологический десант», устроили дискуссии о продвижении экологии в массы, поведали о возможностях путешествия по нашему региону, а также провели несколько эко-игр. Когда рассказывали про заповедники, национальные парки, в принципе, это было интересно. Я запланировала уже проехать туда. Также было интересно про сортировку мусора, что планируется поставить на контейнеры новые, как это делается и где точки сбора. По завершении образовательной программы участникам провели тестирование по материалам всех 3 дней. Результаты объявили на закрытии эко-форума. По словам студентов, на интенсиве они получили важнейший опыт по сохранению и поддержанию окружающей среды в чистоте. Организаторы же отметили, что в скором времени планируют открыть набор на путешествия по заповедным территориям республики. Летняя дорога, ведущая к лесам, мало я слышу экологический десант. Олег Хохлов, Полина Холодова, учебное телевидение СГУ.